Это общественности и города и, естественно, для членов географического общества. Прошлый год для нашего общества был, я считаю, вполне положительным. Мы получили определенный новый импульс для дальнейшей нашей работы. Был сформирован попечительский совет. У регионального населения появилось юридическое лицо. Удалось провести на консульские деньги, собранные советом, две экспедиции и одну краеведческую конференцию. У нас на очереди очень большой проект под названием «Тетки Яма», которого будет несколько экспедиций. Мы активно подали заявку учить членский язык и новым членам Исиховской Марине Дмитриевне. Попов Александр Николаевич. Безносов Павел Александрович. Калинин Евгений Павлович. Козел Олег Георгиевич. Герасимов Николай Николаевич. И у нас есть свои почетные грамоты регионального отделения. В этом году этими грамотами награждается Николай Дмитриевич Корсунов за многолетнюю плодотворную работу в области геологии и активную пропаганду геологических и географических знаний. Насколько я знаю, его тут нет. И вторая грамота Маргарита Николаевна Прочек за многолетнюю работу в качестве ученого секретаря Воркутинского отделения филиала Союзного географического общества и активную пропаганду геологических знаний. Николай, вы сказали, что вы обоих знаете хорошо, и я думаю, что вы доставите по адресу. Более великого правителя, чем Маргарита Николаевна Прочек, у нас на северах не было. И один из случаев разных, когда я предложил переехать в Петроград в Россию, у нас продолжается оказывать язык геологическим музеем. Вот так? Второй адрес. Добрый день, уважаемые друзья! От имени правительства республики, от себя лично рад приветствовать всех участников шестых географических чтений имени профессора Валентина Александровна Витязева. Я считаю, что очень правильно, что накануне 95-летия со дня рождения Валентины Александровны мы обсуждаем ее научное и педагогическое наследие. Безусловно, Валентина Александровна выдающаяся личность и сделала очень много для нашей республики. Она была настоящим патриотом науки и своей страны и достойна того, чтобы ее имя было сохранено для потомков. Являясь одним из основателей коми-филиала Союзного географического общества, Валентина Александровна была инициатором и активным участником многих исследовательских проектов. Заложенная ее научная база актуальна и сегодня, реализуется в исследованиях современных ученых и находит свое практическое применение при промышленном освоении европейского севера России.
Также значителен ее вклад в развитие Высшей школы республики. Возглавив в 1972 году Сыктывкарский государственный университет и будучи первым ректором женщины в нашей стране, Валентина Александровна смогла в кратчайшие сроки превратить молодой вуз в серьезный научный университет. И я уверен, что научное и педагогическое наследие Никитина послужит еще многим поколениям. Продолжая дело, начатое Валентиной Александровной, сегодня ее последователи, члены коми отделения Русского географического общества, делают многое для более глубокого изучения природного потенциала нашего северного края. Все геологи республики с наступающим профессиональным праздником пожелать здоровья, благополучия и, конечно, новых профессиональных успехов и открытий. Я благодарю вас за внимание и желаю всем участникам чтений, интересной и плодотворной работы. Спасибо. Матвеев Владимир Анатольевич. И Стеняшкин Сергей Васильевич. И первый доклад Мария Дмитриевна Сидоровская, государственный университет. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать организаторов и участников 6 географических чтений, которые посвящены научному наследию доктора географических наук, профессора Валентины Александровны Никитиной. В эти дни мы отмечаем с вами 95-летний юбилей основателя и первого ректора Сыктывкарского государственного университета. Она также является и одним из основателей коми отделения Русского географического общества и его председателем с 1953 года по 2009 год. Мне кажется, что, коллеги, наверное, вряд ли найдется еще в стране человек, который так долго возглавлял столь уважаемое общество каких-либо из субъектов. Мне кажется, это уникальный факт, и это говорит только лишь о том, что научная общественность нашей республики высоко оценивала заслуги Валентины Александровны и ее вклад в развитие науки, поддерживая ее, работая рядом с ней и уважая ее вклад в науку. Оглядываясь назад, мы все больше ценим персональный вклад Валентины Александровны в становление и развитие университета и нашей республики, заложение фундамента научно-исследовательской деятельности в нашем университете с выходом научных результатов наших научно-педагогических работников на российский международный уровень. Помня о том, сколько сил и энергии вложила Валентина Александровна в эту работу, мы, безусловно, обязаны ее продолжить. В этот день памяти и уважения к первому ректору Сыктывкарского государственного университета, талантливому ученому и организатору, мы должны об этом сказать и должны с вами в этом направлении работать. Ее грандиозные планы во многом реализованы. И все же каждому из нас, и мне лично в должности ректора университета, безусловно, полезно возвращаться к ее работам, оценивая их значение для определения перспектив и направлений развития нашего университета, проектируя его стратегию развития с продолжением миссии Валентины Александровны по кадровому и научному обеспечению достижения стратегических задач развития нашей республики. Как ученый понимала, что развитие экономики и социальной сферы невозможно без кадрового обеспечения. Это также стало важнейшим направлением моей работы, и в 1961 году в докладной записке об обеспечении отраслей народного хозяйства в Коми Республики кадрами высшей квалификации она в соавторстве с Александром Семеновичем Кудриным сформировала концепцию развития высшего образования. Интересы развития производительных сил Коми Республики настоятельно требуют организации республики в
городе Сыктывкаре университета или политехнического института с факультетами различных отраслевых направлений в соответствии с существующими производствами и перспективами развития народного хозяйства, писала Валентина Александровна в этой записке. Примечательно, что уже в первой записке она указывает на необходимость открытия в университете медицинского факультета по специальностям лечебное дело и педиатрия. А по мере расширения материальной базы университета, увеличения численности студентов и преподавателей в нем появится возможность открыть самостоятельные отраслевые институты, в том числе и медицинские. Так говорила Валентина Александровна. Идеи, сформулированные ею в 1961 году, за 10 лет до создания университета, были воплощены нами летом 2013 году, спустя 52 года, когда мы осуществили первый набор студентов на специальность лечебное дело. А решением ученого совета в январе 2014 года в университете создан медицинский институт и базовые кафедры, позволяющие обеспечивать учебный процесс по данному направлению подготовки медицинских кадров для нашей республики. В 1966 году Валентина Александровна обращалась в Комиобком КПСС с докладной запиской о подготовке кадров о высшем образовании Коми СССР, о создании новых учебных заведений Коми СССР. В ней она предложила следующий вариант развития системы высшего образования. Горный институт в городе Воркута, нефтегазовый в Ухте, лесотехнический в Сыктывкаре, а также Сыктывкарский университет как новопрофильный вуз. Идеи Валентины Александровны высоко оценил секретарь Обкома партии Иван Павлович Морозов, который сделал все возможное, а даже и невозможное порой для того, чтобы в Сыктывкаре появился университет. Их роль в строительстве и развитии главного вуза республики неоценима. Именно общее понимание роли науки и высшего образования способствовало тому, что и развитие экономики республики было научно обосновано, и вузы решали задачи по обеспечению кадровой потребностей отраслей экономики и социальной сферы. Коммерциализация результатов научных исследований и содействие модернизации промышленности региона, создание малых инновационных предприятий при университете, программа Фонда содействия развитию предприятий в научно-технической сфере, реализация инновационных проектов, социальное развитие, поддержка социальных проектов, инициатив, организация сопровождения деятельности добровольческих и волонтерских движений, содействие развитию гражданского общества и другие. Сохранение и развитие национальной культуры и государственности республики. Таким образом, предназначение университета для нашего региона – это сохранение и воспроизводство культурного, образовательного, научно-технического потенциала и развитие государственности нашей республики. Университет может и обязан формировать экономическую, социальную, культурную, национальную политику в нашем регионе. Такое заявление мы считаем обоснованным. Сегодня у многих сформировалось мнение, что университет – это только лишь гуманитарный вуз. Но это далеко не так. Мы многопрофильный вуз, реализующий более 100 образовательных программ по широкому спектру направлений подготовки. В университете мощнейший естественно-научный блок, физико-математические науки, подготовка кадров для IT-отрасли. Направление научно-исследовательской деятельности университета демонстрирует широкий спектр научных интересов коллектива университета, востребованных в нашей дисциплине. Уважаемые коллеги, пути развития и перспективы нашего университета были предопределены при создании и его становлении Валентиной Александровной Лебедевой. Она считала необходимым объединение вузов в создании университетского комплекса. Она полагала, что правильнее было бы оставить два направления обучения в этих университетах: педагогическое с методикой преподавания и классическое университетское, главная цель которого – синтез науки и образования. Валентина Александровна рассуждала: вот и скажите теперь, выиграют или проиграют наши вузы, если при объединении будет культивироваться именно университетский подход к подготовке специалистов широкого профиля, способных проявить себя и в науке, и в избранной профессии. И предупреждала, что если мы сегодня от этих проблем отмахнемся, как от надоедливой мухи, то завтра можем оказаться на обочине профессионального образования. Коллеги, это является сегодня определяющим тезисом формирования структуры университета и наших кафедр, процесс проектирования которых сегодня завершается. И давайте мы вспомним еще раз. Научной темой Валентины Александровны в период руководства университетом было развитие Коми Республики
в разных аспектах, от размещения производительных сил до разработки ее стратегии в развитии в 21 веке. Чем эта тема сегодня не актуальна? Наш путь развития нашего университета связан с развитием нашей республики. И даже больше. Наша республика будет иметь уверенное будущее, если наш университет будет ориентироваться на опережающее обучение и развитие. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие коллеги, прежде всего я хочу поблагодарить руководство школьно-научного центра Сыктывкарского государственного университета, которые объединились под знаменем Русского географического общества и пригласили меня принять участие в работе этой конференции. Я уже давненько не был в Сыктывкаре, поэтому особенно отрадно видеть знакомых в добром здравии, видеть новые молодые лица, одухотворенные, устремленные в будущее. Мне выпало удовольствие, счастье, веление судьбы работать с Валентиной Александровной на протяжении 11 лет. Но особенно тесно мы сотрудничали в период между, давно это было, 63-й и 70-е годы, когда я по распределению государственной комиссии, что имело место в те годы, молодым специалистом прибыл в город Сыктывкар, и меня определили в сектор размещения социалистического производства. Валентина Александровна заведовала этим сектором и одновременно была заведующей отделом экономики, в состав которого входили еще два сектора. Сектор экономики промышленности и сектор экономики сельского хозяйства. Считаю своим долгом вспомнить тех сотрудников, с которыми приходилось работать Валентине Александровне, которые помогали ей становиться в качестве ученого и большого организатора науки в Коми Республики. Во главе сектора экономики промышленности стоял Геннадий Николаевич Паращенко. Очень интересный человек с большими научными задатками, может быть, не в полной мере реализованными его жизнью в силу разных причин. Во главе сектора экономики сельского хозяйства стоял Владимир Петрович Василенко, слава Богу, ныне здравствующий, живет в Москве. Затем в то время работали еще, работал целый ряд интересных сотрудников, но и в этот памятный день я хотел бы тоже назвать их имена. Прежде всего назову Дмитрия Андреевича Коновалова, политэконома, очень эрудированного человека, который после моего отъезда с должности заведующего сектором размещения производства, я стал заведовать после ухода Валентины Александровны в университет, некоторое время заведовал этим сектором, до того момента, пока не приехал Виталий Николаевич Важенцев, издали втроем, и очень плодотворно работал долгие годы, начиная в этом секторе, а потом дойдя до должности директора института, члена-корреспондента Российской академии наук. Виктор Александрович Старцев, старший научный сотрудник, Артур Алексеевич Загинаев, Фаина Васильевна Шахрай, Геннадий Тимофеевич Мамаев. Вот все эти люди в моей памяти, и бродя сегодня по улицам, проходя мимо здания научного центра, я вспоминал их, и мне казалось, что вот-вот неожиданно мы встретимся где-то в переулке. Увы, судьба не позволяет в силу биологических законов природы это сделать, но память о них, о тех, кто с ними жил, живет в наших сердцах и во мне в частности. Были частыми гостями и в филиале Академии наук в целом, и в нашем отделе экономики. Я до сих пор помню многих руководителей областного комитета партии, в первую очередь Ивана Павловича Морозова, и секретаря по промышленности Василия Ильича Соколова. С последним приходилось очень часто взаимодействовать,
при решении, при принятии разных нормативных законодательных актов в порядке подготовки докладных записок на первоначальных этапах этой работы. В филиале бывали многие руководители крупнейших объединений коми республики: Воркутау, Галинтау, Гольфовский комбинат. Многие назову невозможно в кратком выступлении упомянуть всех. Профессора Крэмса, главного геолога Ктинского управления, и начальника Ктинского геологического управления Забородовского непременно надо упомянуть, поскольку это было время, это был момент взлета экономики Коми республики, открытия тех месторождений, Бутырского газоконденсатного месторождения, Усинского нефтяного месторождения. И республика поднималась в темпах развития из года в год, месяца к месяцу, день ото дня. И вот на этом пути заслуги Валентины Александровны, конечно, значительны. Они значительны прежде всего как руководители, умеющие войти в контакт с другими руководителями других подразделений и замкнуть их на себя и взаимодействовать между всеми этими структурами управленческого аппарата Коми республики. Несколько слов о темах научно-исследовательских. Первая тема, которая была, и она выполнялась под научным руководством совместным, не только Валентина Александровна, но и Леонид Александрович Братцев, заведующий отделом энергетики и водного хозяйства, так тогда назывался, и Петр Петрович, а затем Владислав Павлович, являлись руководителями вот этой большой проблемы. Решение о переброске срока вот Печоры и Вычета, в принципе, было на верхнем уровне согласовано, принято, установления как такового не было, но подготовительная работа уже разворачивалась в районе Вои и Усть-Улова. Главный инженер проекта Цуруханов был абсолютно убежден в том, что в течение нескольких предстоящих лет поворот рек будет осуществлен. Журналисты тогда говорили о великих достижениях советской науки, которые и вообще советских людей, которые могут поворачивать реки вспять. И вот на этом фоне таких вот благодушных мнений, таких вот суждений без должного научного обоснования ученые Коми филиала Академии наук взяли на себя, как я сегодня полагаю, в тот момент просто непосильную задачу, выступив с негативной оценкой этого проекта. Я был молодой, еще тогда сотрудник, человек, не во все нюансы был вхож, осведомлен, но вспоминая тот период, я удивляюсь, какой надо было набраться смелости, храбрости, чтобы воспрепятствовать осуществлению этого проекта. Первым шагом явилась подготовка монографии воздействия Камского, Чегодского, Печорского водохозяйственного комплекса на природу и народное хозяйство Коми республики. Эта монография вышла в Ленинграде в издательстве «Наука». Но тираж ее был небольшой, и на нее первоначально не обратили должного внимания. Но потом усилием Леонида Александровича Братцева, знающего прекрасно английский язык и имеющего знакомых, в том числе и за океаном, монография была переведена на английский язык и издана в Канаде. Вот тогда и началось переосмысление этого проекта. Тогда уже и ученые стали задумываться других городов, правильно ли мы делаем, осуществляя этот проект. И журналисты развернулись, тоже стали иметь другое мнение. Вот восхваление этого проекта стали находить и теневые стороны. Ну и, как вам известно, уже в 1985 году проект, сама идея переброски была осознана, хотя, надо сказать, и сегодня, время от времени, она вновь возникает. Вторая тема – это генеральная схема развития и размещения производительных сил в Республике Коми. Она выполнялась в рамках генеральной схемы СССР, во главе которой стоял СОП Совет по изучению производительных сил и академик Некрасов Николай Николаевич. Думайте цифру. В разработке этой схемы участвовало более 400 научно-исследовательских и проектных институтов.
После разработки плана ГОРО и первого летнего плана, я считаю, что это был третий документ по проработанности и по эффективности реализации. Именно в этот период была поставлена задача передислокации производительных сил восточных районов страны и на север, в том числе и на русский север, на европейский север. Мы работали в тесном контакте с сотрудниками СОПС. Григорий Ильич Грамик постоянно бывал в нашем госте. Известный специалист по проблемам севера Славин тоже бывал часто. Но и наши командировки в Москву, в СОПС были согласованы решения на всех уровнях управления. И на союзном, и на республиканском, я имею в виду РСФСР, и на уровне субъектов Российской Федерации, включая Коми автономную Советскую Социалистическую Республику. Другие страны нам казалось, что все побережье по Северному полюсу – это наше советское, российское. Но вот на основе принятия нормативных законодательных актов международного уровня, 200-мильная зона, когда теперь вот уже трудно отстаивать интересы нашей страны, но это делать необходимо. По поводу создания Санкт-Петербургского, простите, по привычке, свой университет, Сыктывкарского университета, я тоже помню, как готовились вот эти докладные записки. Особенно интенсивно этот процесс велся в конце 70-х годов. Михаил Павлович, свидетель, тоже уже подключился к этому времени из тех, кого я вижу в зале, насколько вот это была большая, емкая работа. Ну и я думаю, что буду прав, если скажу, что заслуги Коми-филиала Академии наук, сегодня Коми-научного центра, принятие вот этого решения, очень основополагающего для социально-экономического развития Республики Коми, было очень значительным. И роль Валентина Александровна в этом процессе проявилась особенно ярко. Следующая пауза. Ладно, спасибо. От имени Совета ректоров вузов Республики Коми, коллектива Узбекского государственного технического университета, я себя лично сердечно приветствую участников шестых географических чтений имени профессора Витязевой. Отрадно, что коллеги-ученые, преподаватели и студенты имеют эту неоценимую возможность делиться мнениями, обсуждать некоторые вопросы, касающиеся Республики Коми. Убежден, что интересные дискуссии, конструктивный обмен опытом в рамках встречи способствует развитию науки, промышленности и туризма в республике, укреплению ее престижа. Желаю всем участникам шестых географических чтений успехов, эффективной и плодотворной работы. Председатель Совета ректоров вузов Республики Коми, ректор МГУ, профессор Николай Денисович Смодаев. Уважаемые коллеги, при подготовке доклада я думал, что сзади меня будет большой экран, где можно было бы текстом показать некоторые тезисы. Поэтому я не буду зачитывать строчки. Телезрители меня спросили, какое самое яркое воспоминание в этой книге? Я затруднилась ответить, потому что каждое воспоминание индивидуально. Это отношения двух людей, порой очень интимные отношения, которые вот эти люди вынесли для публики. И тем более это ценно для нас. Спасибо тем, кто принимал участие в создании этой книги. Многие из них здесь находятся. Спасибо всем и тем, кого уже нет с нами. Но их строчки, их помыслы, их отношение к жизни
И к человеку оно в этой книге. Спасибо. Я хочу сказать, что едва ли эта книга будет последней книгой воспоминаний о Валентине Александровне. Здесь находятся те люди, которые относились к своему состоянию очень хорошо. Я имею в виду, в частности, Николая Николаевича. Я имею в виду и Анатолия Ивановича Чистопаева. Я имею в виду и, пожалуйста, Тамару Евгеньевну. И наверняка еще здесь, вот, пожалуйста, Леонид Афанаилович еще не написал воспоминания. Найдутся еще те, кто хотел бы написать эти воспоминания. Я думаю, что мы их опубликуем. Пишите, передавайте, мы будем вам очень благодарны. А юбилей следующий наступит очень скоро. Уже на будущий год исполняется 5 лет, как нет с нами Валентина Александровна. И нам очень хотелось бы, чтобы к этой дате была установлена мемориальная доска на здании нашего университета, на здании того дома, где жила Валентина Александровна. А когда мы сегодня были на кладбище, то Марина Дмитриевна захотела и установления нового памятника, более достойного памяти Валентины Александровны. Дай Бог, чтобы все это сбылось. Успехов всем нам. Спасибо.